Здравствуйте, уважаемые телезрители! От всей души поздравляем вас с 80-летием Великой Победы. Этот праздничный выпуск полностью посвящен празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Главные события празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходят в эти дни в российской столице. В Москве на Красной площади состоялся военный парад в честь 80-й годовщины Победы. В параде участвовали 16 тысяч военнослужащих, в том числе военнослужащие из 13 стран. Было представлено 183 единицы военной техники. На торжественные мероприятия в российской столице были приглашены главы более 20 государств мира, в том числе и президент Абхазии Бадра Гунба. Наша съемочная группа продолжает освещать события в Москве. Марианна Котова из Международного пресс-центра. 9 мая – день, о значимости которого знает, пожалуй, весь мир. Ведь именно в этот день кровопролитная и страшная война, унесшая миллионы жизней, завершилась безоговорочной победой. И с тех самых пор мир ликует, празднуя Великую Победу. Неотъемлемая часть большого празднования – традиционный военный парад, проходящий в самом сердце Москвы, на Красной площади. Там же, где 24 июня 1945-го маршем прошли герои, отвоевавшие родину у врага. Слава великому советскому народу, народу-победителю! На традиционное празднование круглой даты 80-летия Дня Победы в этом году в Москву прибыли лидеры множества стран, в том числе и президент Абхазии. Прежде чем отправиться на Красную площадь, Бадра Гунба вместе с иностранными делегатами встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Церемониальные подразделения выстраиваются на Красной площади. Небо над Москвой рассекают крылья истребителей. Сотни журналистов вещают из Международного пресс-центра на весь мир. Зрители затаили дыхание. Парад, посвященный 80-летию Великой Победы, проходит на Красной площади в Москве. В нем в качестве гостей принимают участие лидеры 29 стран, в том числе и президент Абхазии Бадра Гунба. Мы же имеем возможность наблюдать за этим зрелищным мероприятием из пресс-центра. Но даже через экран видно, насколько грандиозно это мероприятие. Перед началом масштабного парада Бадра Гунба и лидеры иностранных государств во главе с президентом России отправились в Александровский сад к могиле неизвестного солдата, к вечному огню. Через несколько минут после завершения церемонии возложения цветов перед главами государств прошли маршем российские войска. За парадом Победы наблюдают в прямом эфире миллионы неравнодушных зрителей. Бадра Гунба вместе с делегатами иностранных государств от Китая до Египта отправился на Красную площадь. Парад начался с выноса на Красную площадь государственного флага России Знамени Победы. Командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Принимал парад министр обороны России Андрей Белоусов. В составе пешей колонны по Красной площади прошли 55 парадных расчетов. Более 11,5 тысяч военнослужащих. Ко всем зрителям, военнослужащим и гостям обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм. Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие. Героизм народа был массовым
все республики несли общую тяжелую ношу войны. Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Красочный и яркий парад захватывал дух. По Красной площади торжественным маршем прошлись колонны военнослужащих Российской Федерации, Китая, Вьетнама, Египта, Монголии и других стран. В голубом безоблачном небе кружили боевые истребители. Отовсюду доносилось праздничное и воодушевленное «Ура!». По завершении масштабного мероприятия состоялся торжественный прием для иностранных делегатов. Президент России поблагодарил гостей за участие в Параде Победы. Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного, бесконечно дорогого нам праздника. Значение события, которое знаменует День Победы, неоценимо для судеб мира. Но для России и стран Содружества независимых государств это часть истории практически каждой нашей семьи. И такая прямая, кровная сопричастность определяет то особое, можно сказать, трепетное отношение к этому празднику. Такая солидарность, мужество в достижении общей цели – пример, имеющий неприходящую ценность. И этот пример особенно важен для нас сейчас, когда вновь остро стал вопрос суверенных прав государств и народов на самобытность и самостоятельность, на саму возможность следовать историческим, культурным, духовным традициям своих предков. Затем лидеры стран отправились на многочисленные встречи, в том числе и президент Абхазии Бадра Гунба. В Москве у него запланировано несколько визитов, а 10 мая состоится двусторонняя встреча главы нашей республики с президентом России Владимиром Путиным. Марианна Котова, Рада Чечава, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. В 9 утра акция «Огонь памяти», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Сухуме. От частички огня с могилы неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, доставленной в Абхазию, зажгли вечный огонь у памятника неизвестному солдату на набережной Диоскуров. Церемония возложения цветов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла у памятника неизвестному солдату в Сухуме. Поток пришедших почтить память героев не заканчивался больше часа. По окончании церемонии возложения состоялся торжественный митинг и праздничный парад. Подробнее Надежда Боровикова.
Каждый год 9 мая к памятнику неизвестному солдату в Сухуме приходят потомки ветеранов, подаривших нам самый светлый и одновременно самый грустный праздник. 80-летие Победы в Абхазии отмечают особенно широко. Начавшееся в 10 утра возложение продолжалось более часа. Тысячи людей пришли почтить память героев. От всего сердца поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне над нацистской Германией. Этот священный праздник – символ стойкости, мужества, силы духа и безграничной любви к своей родине. Подвиги ветеранов, наших дедушек и бабушек, отцов и матерей навсегда останутся в наших сердцах как пример истинного героизма и самоотверженности. Вы пережили невероятное. Многие не вернулись с полей сражений. И ценой своей жизни наши герои отстояли свободу. Подарили нам само право на жизнь. В этот праздничный день я хочу пожелать всем народам мира, чистого неба, ясного солнца, чтобы никогда не звучали выстрелы, чтобы могли воспитывать своих детей, строить свое будущее. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин поздравил всех с 80-й годовщиной Великой Победы, подчеркнув, что против Советского Союза сражалась не только фашистская Германия. На фронтах Отечественной войны против нас сражались французы, испанцы, голландцы, датчане, финны, шведы. Всех не перечислишь. И сейчас эти страны, забыв уроки Великой Победы, вновь ставят перед собой цель нанесения стратегического поражения нашей стране. Как и тогда, мы говорим, наше дело право, враг будет разбит. Дымилась роща под горой, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Более 17 тысяч выходцев из Абхазии сложили головы ради победы в Великой Отечественной войне. А всего в ряды советской армии из Абхазии были призваны более 55 тысяч человек. 80-летие Победы в Абхазии отмечают всего 15 ветеранов. И с каждым годом их все меньше. Афархатсу шугой хамаз, хабсанра икон хоз, а статистика из Лахола, ауаглар из Лахола, айбишрицаз из Лахола. Советский Союз и хачту хара хабсанра усхан автономная республика хайокан, айбететы паму бабриш дурузар слахопсара, айбететы паму. Яраус хашневас Хтанчса шайваз, пшени жижая, пшени жижаха шукса, айбеш рахтагылы. Шуксыки хымзы, хапсанра айбеш рацион. Абрай хавагылы зиги, аурас, нхуц Кавказ, харабрайн ход зиги, апсанра здруз рызиги, ргвабхарыла, и хавагылынан, айбешра аяйрахгы. Ваха, айбашра, апсанре камло, апсанрадыгы, жуанидгалы рыбжара, атыншрыгыло, абзирыгыло, губзирыгыланчакайсад. И хаштахаз рымью лошахад. Дорогие ветераны, уважаемые друзья, от имени администрации города Сухум хочу вас всех сердечно поздравить с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Этот день – символ беспримерного мужества и стойкости, отстоявшего свободу и независимость Родину с жестоким фашизмом. Мы склоняем головы перед светлой памятью павших. Подвиг навсегда останется в наших сердцах и будет примером беззаветной любви к отчизне. Памяти павших будем достойны. Низкий поклон всем ветеранам за их героизм, самоотверженность и нескрываемую волю к победе. Они – живая легенда и гордость нашей страны. Шагом марш!
Торжественным маршем прошли парадные расчеты военнослужащих Министерства обороны, Государственной службы охраны, МЧС, Высшей школы милиции, Государственной миграционной службы, 7-й военной базы Минобороны России и погрануправления ФСБ России в Абхазии. Командовал маршем полковник Беслан Мужба. Принимал первый заместитель министра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба. Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 По традиции, после парада военные угощают благодарных зрителей, и желающих всегда много. Возможно, потому что банальная солдатская каша из гречки с тушенкой именно в этот день особенно вкусная. Надежда Боровикова, Тимур Гугухи, Абазатова. 80-летие Великой Победы в Абхазии отметили рядом памятных мероприятий. Одним из главных стало шествие Бессмертного полка. Акция, которая уже 9-й год объединяет жителей республики. В этом году к ней присоединились десятки участников. Колонна с портретами фронтовиков прошла по центру Сухума и завершила движение у памятника неизвестному солдату. Репортаж Заура Кварчи. 80 лет Великой Победе. В Сухуме, как и в других городах республики, прошла акция «Бессмертный полк». Десятки людей собрались на площади Свободы, чтобы отдать дань памяти героям, прошедшим через войну. Перед началом шествия особый момент. Копия Знамени Победы была торжественно вынесена из Государственного музея боевой славы и передана Нарту Габля, внуку героя Советского Союза Варлама Габля. Через несколько часов он возглавит шествие колонны, а пока сбор участников на площади. Хотелось поблагодарить за такую честь предоставленную, то, что мы можем нести точную копию знамени, которое было водружено на Рейхстаге, и пожелать мирного неба нам над головой. Мы не имеем права забывать наших ветеранов, наших героев, должны чтить память. Акция проходит в Абхазии уже 9-й год подряд и стала частью общей традиции, объединяющей поколения. Среди организаторов акции представительство Россотрудничества, Государственный музей боевой славы, Абхазский госуниверситет, Госкомспорт, посольство России в Абхазии и общественные организации. Как отмечает руководитель представительства Россотрудничества Владислав Куликов, Бессмертный полк с каждым годом объединяет все больше людей. Прежде всего, хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить сердечно с 80-летием Великой Победы. Это наш общий великий праздник. Сегодняшняя дата весьма символична, и мы ожидаем беспрецедентное количество участников этой народной акции. Особенно нас радует то, что очень много молодежи и родители приводят с собой маленьких детей. Это очень знаково. Для многих участие в акции – личное дело чести. Свою историю в ней несет и известный актер и режиссер, капитан легендарной команды КВН «Нарты» из Абхазии, участник Народного фронта Теймур Аздани. Мой дедушка принимал участие в боевых действиях, как и многие дедушки с Абхазии, через Керчь, через Крым, освобождая Европу. Он дошел до Дрездена с боями, с ранениями, вернулся сюда. И поэтому, зная все эти исторические факты, какие зверства происходили, и что такого больше не должно повториться на этой земле, вот для этого существует Бессмертный полк и такого рода акции. Поэтому я здесь. И более того, к сожалению, моя семья в Москве, они и там участвуют, я здесь. И считаю, что вообще все вместе мы должны именно отдавать такую вот дань нашим ветеранам, которых, к сожалению, все меньше и меньше становится. Память передается из поколения в поколение. Среди участников акции много молодежи. Кто-то пришел с фотографией своего прадеда, кто-то решил поучаствовать как волонтер.
Шведов Николай Петров, мой прапрапрадедушка. Он дошел до Берлина. Мне рассказывал про него папа, дедушка. Я очень ценю своих родственников, я их очень люблю. Для меня Великая Отечественная война – это один из важнейших моментов в истории. Это время героизма, мужества, самопожертвования, когда миллионы людей сражались за будущее своих семей. И я считаю, это важно помнить о тех, кто отдал свои жизни ради нашего мира и спокойствия. Вот. Мой прадед Пайлак Чахуян, он участвовал в войне, был старшим лейтенантом, и он воевал до конца и вернулся с кучей медалей. И я этим горжусь. Спустя короткое время шествие двинулось по улицам Сухума. Впереди Знамя Победы, за ним колонна памяти. Шествие проходит по проспекту Леона и набережной Махаджиров к памятнику неизвестному солдату. У памятника неизвестному солдату колонна бессмертного полка присоединилась к военному параду, символично завершив шествие, в котором соединились прошлое и настоящее. Этот момент стал ярким напоминанием о важности сохранения памяти о Великой Победе и о ее значении для всех последующих поколений. Заур Кварджа, Инала Гухава, Абаза ТВ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-й годовщиной Победы. В поздравлении главы государства, в частности, отмечается: «Дорогие ветераны, ваша жизнь – это живая история, написанная в годы тяжелейших испытаний. Ваш подвиг был примером для ваших же детей и внуков, которым через десятилетия пришлось защищать Абхазию от грузинской агрессии. К сожалению, через 80 лет после Великой Победы идеология нацизма вновь поднимает голову в некоторых странах. Именно с этим злом борется Россия на фронтах специальной военной операции. В этой справедливой борьбе Абхазия всецело поддерживает своего верного друга и главного союзника». Глава государства пожелал ветеранам крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия, а нашему народу мира, согласия и благоденствия. Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунба с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В тексте поздравления, в частности, говорится: «Граждане России и Абхазии свято чтут память отцов и дедов, воинов, фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм. Уверен, что завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи будут и впредь способствовать развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. С уважением, Владимир Путин». Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев направил официальное поздравление президенту Абхазии Бадре Гунба в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В тексте обращения акцентируется историческая роль общего подвига народов России и Абхазии. Замглавы Совбеза России также передал ветеранам, проживающим в Абхазии, искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия, отметив вклад тружеников тыла в общую победу. В эфире Абаза ТВ продолжается показ цикла художественного и документального кино, посвященного 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Также в эфире Абаза ТВ продолжение видеосписка памяти, подготовленного специалистами Музея боевой славы имени Владислава Ардзенба. В нем имена павших на полях сражений Великой Отечественной уроженцев Абхазии. Полномочный представитель МИДа Абхазии в Германии Хибла Амичба приняла участие вместе с представителями диаспоры Берлина в возложении венков от имени Республики Абхазия и торжественном приеме в посольстве России в Германии. Затем состоялся праздничный концерт в Берлине, где звучали композиции Хиблы Амичба, среди них «Летящий вальс Победы», посвящение всем тем, кто принес нам мирную жизнь.
Тысячи петербуржцев и гостей города пришли на Пискаревское мемориальное кладбище почтить память защитников и жителей блокадного Ленинграда. В церемонии возложения приняли участие представители абхазо-абазинской диаспоры Санкт-Петербурга во главе с председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусой Экзековым. Песни о героях войны прозвучали в рамках празднования Великой Победы у памятника неизвестному солдату. На организованном отделом культуры администрации Сухума концерте выступили артисты абхазской эстрады, детские коллективы и ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Тему продолжит Анастасия Никонова. Дорогие друзья, приветствуем вас! Поздравляем с этим праздником, с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Приветствуем всех, кто смотрит, слушает наш концерт. В полдень 9 мая у памятника неизвестному солдату прозвучали композиции, рожденные Великой Отечественной войной. «Темная ночь», «Журавли» и другие до боли знакомые не одному поколению песни в исполнении абхазских артистов, ветеранов ОВНа и детских коллективов звучали со сцены. Праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы был организован Управлением культуры администрации Сухума. По словам Налы Хашик, к проведению мероприятия организаторы подошли с особым трепетом, ведь Великая Отечественная война коснулась всех. Прежде всего я хочу поздравить всех с великим праздником, чтобы вот такая погода сегодня, чтобы была погода во всем мире, всегда, чтобы мир был. Это касается каждой семьи. Мой дед пропал без вести, моя семья всегда чтит этот праздник. Что хочу сказать, администрация города провела, значит, сегодняшнее мероприятие совместно с Министерством обороны. Мы организовываем такой мини-концерт сразу вот после бессмертного полка. В нем примут участие наши артисты нашей эстрады и обязательно дети. Мы детям всегда даем площадку. Вы услышите песни военных лет, всем известные, можете петь и танцевать вместе с ними. 14 исполнителей и коллективов перенесли зрителя в далекие 40-е годы, когда долгих 4 года Великая Отечественная война забирала жизни миллионов, ломала судьбы, делала людей героями. Возьмем Берлин, мы точно победим. Пойдет Берлин, я вернусь с войны, живой и невредим. Анастасия Никонова, Толник Аничба, Абаза ТВ. Песни Победы поет весь мир. Сводный концерт коллективов Министерства обороны России прошел накануне в Сухуме на сцене Госфилармонии. Программа масштабного мероприятия объединила самые известные песни военных лет в исполнении солистов академического ансамбля «Песни и пляски Российской армии» имени Александрова и Центрального академического театра Российской армии, а также артистов Центрального дома Российской армии имени Фрунзе и абхазских исполнителей. Слово Ради Чачава. Есть песни, известные каждому, слова, которые повторяли поколения из года в год, со слезами на глазах. 80 лет минуло с того самого дня, когда 9 мая навсегда закрепилось мировой историей Днем Великой Победы, а ужасы войны остались позади. Но весь мир и по сей день знает песни военных лет наизусть и поет их вместе. Снова весь фронт раскален от огня.
Сводный концерт коллективов Министерства обороны России, состоявшийся 8 мая, привлек огромное внимание жителей республики. Перед началом концерта у главного входа в филармонию была представлена и выставка. Можно было увидеть редкие архивные фотографии, посвященные Великой Отечественной войне. Яркое и запоминающееся мероприятие посетили члены правительства Абхазии, посол России в Абхазии, глава администрации республики и представители общественности. На сцене перед гостями выступили солисты академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и Центрального академического театра Российской армии, а также артисты Центрального дома Российской армии имени Фрунзе и абхазские исполнители. Открывая мероприятие, посол России Михаил Шургалин подчеркнул, что общая победа и сохранение исторической памяти подчеркивают тесную связь между народами России и Абхазии. Важно, что данное сегодняшнее представление является еще одним свидетельством тесной связки между народами России и Абхазии, той связки, которая помнят пожилые люди, но и помнит молодежь, которая обеспечила нам победу в Великой Отечественной войне. Мы рады осознавать, что и сегодня абхазские добровольцы мужественно сражаются на фронтах специальной военной операции. 80-летие Победы – это событие, которое навсегда останется в наших сердцах в качестве символа мужества, стойкости и единства народов, отметил в приветственной речи министр культуры Абхазии Даур Кове. Это не просто концерт. Это дань памяти тем, кто отстоял нашу свободу. Это ода мужества и героизма. Это символ объединения людей через музыку, которая стирает границы и соединяет сердца. Я хотел бы выразить глубокую признательность нашим ветеранам и всем тем, кто трудился в тылу. Ваш подвиг никогда не будет забыт. И сегодняшнее поколение всегда будут помнить, за что вы сражались. Пусть такие мероприятия, как сегодняшнее, еще раз покажут всему миру, что за нами стоит великий народ, для которого память о Великой Победе – это бесценное наследие. В свою очередь, глава представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов подчеркнул важность сохранения единства братских народов Абхазии и России. Этот концерт – важное культурное событие, посвященное памяти наших общих героев, которые отдали свои жизни за свободу отчизны. Пусть этот концерт станет символом нашей общей памяти, нашей общей гордости, нашего общего братства. Как рассказала нашей съемочной группе начальник отдела культурных программ Департамента культуры Министерства обороны России Ольга Фаллер, коллективы Министерства обороны прибыли в Абхазию 3 дня назад и с концертами объездили уже всю страну, везде встречая теплые приветствия и радушие. Наш концерт имеет 2 тематических блока. Первый блок – это «Мы единое целое». «Мы» – это те, кто действительно встречает 80-летие Победы, те, кто вместе помнит о тех подвигах, тех героических сражениях наших предков. А следующая тематическая часть нашего концерта – это «Песни Победы поет весь мир». И мы надеемся, что те, кто придут на этот праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в годы Великой Отечественной войны, будут петь все вместе самые любимые песни. Со сцены Государственной филармонии прозвучали самые известные песни военных лет. Песни, объединяющие сердца людей вне зависимости от возраста, пола
и национальности. Зал подпевал, аплодировал, а порой в едином порыве поднимался, одаривая исполнителей громкими овациями. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И будь со мной, нет сегодня любимый родной. Организаторами праздничного мероприятия стали представительство Россотрудничества в Абхазии, Министерство обороны России при поддержке Министерства культуры Абхазии и администраций районов. Мы должны удержать, что смогли отстоять свободу свою, отчизну свою, за победу. Рада Чачава, Сосрикуа Гухава, Абаза ТВ. Прощание с народным писателем Алексеем Гогуа состоится 10 мая. Созданная распоряжением президента Абхазии Государственная комиссия по организации похорон прозаика, публициста, общественного деятеля, члена Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии и Союза писателей России, народного писателя Абхазии, почетного академика Международной адыгской академии наук, почетного профессора Абхазского государственного университета, лауреата Государственной премии имени Гулия, кавалера ордена Акцепша первой степени Алексея Гогуа оповещает о том, что похороны Алексея Ночевича состоятся 10 мая. Панихида начнется в 11:00 в Абхазском государственном театре имени Самсона Чанба. Траурный митинг состоится в 14:00. 8 мая под тысячелетними сводами Новоафонской пещеры прошел уникальный праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы и 50-летию комплекса Новоафонской пещеры, которое он отметит 4 июля. Элеонора Гилаян поделится впечатлениями. На глубине без малого 200 метров, в почти полной темноте с уникальной акустикой для нескольких десятков зрителей звучит подземный романс. Этот концерт очередной в цикле юбилейных мероприятий, организованных Новоафонской пещерой к своему 50-летию. Репертуар подбирали тщательно, под артистов, под дату, под локацию. Кстати, для одного из артистов это первый спуск в пещеру и вообще личный вызов, с которым человеку удалось справиться. Да, для меня это очень большой подвиг, на самом деле. У меня клаустрофобия. Я думала, первый раз я думала отказать, но когда я решительно ответила Хибле, что я подумаю, у меня было 2 суток подумать. Я думаю, может быть, Господь дает мне шанс как раз перебороть свои фобии. Но страх исчез. А вот ощущение того, что я в самолете, такого, знаете, вот... Ой, даже невозможно передать словами. Но когда я увидела вот эту всю красоту, я думаю, Боже, как Господь вообще создал такие невероятные красоты, в какой стране мы живем замечательной. И я поняла, что вот, узнав историю первооткрывателя Гиви Смыр, я была поражена. То есть через него Господь нам дал вот такую красоту. Часовая программа, состоящая из главных абхазских композиций, которые знает наизусть, наверное, каждый житель страны. А еще, конечно, песен, которые знают наизусть миллионы граждан, наследников Великой Победы. Подземный романс уникальный по ансамблю голосов, по репертуару и, самое главное, по локации концерт. Боюсь ввести вас в заблуждение, но мне кажется, еще никогда в пещере не звучали песни военных лет, которые у всех ассоциируются с маем, а значит победой. Это Новоафонская пещера, это абхазские артисты, и все вот это уже история.
Волшебный голос Мадины Кварасхелия сменялся и смешивался с мужским многоголосием трио Янай, Нугзар Какаля, Аля Сабухба и Денис Агарба, известны как исполнители, дающие новую жизнь абхазским песням. Их видео в социальных сетях набирают сотни тысяч просмотров, а их перепев старых мелодий рождает новый виток популярности народной и национальной песни. Ну, во-первых, для меня это впервые. И тут на самом деле площадка совершенно необыкновенная. Таких площадок, ну, наверное, в мире крайне мало. Тут своя атмосфера, своя акустика, естественно. Тут даже когда просто попадаешь в этот зал, тут в какой-то сказке какой-то появляешься. Я думаю, что для каждого и зрителя, и исполнителя вот в мир какой-то сказки и чудес попадает. Среди зрителей, жителей и гостей республики для вторых перед началом концерта была проведена небольшая экскурсия по самой пещере. После концерта выяснилось, что кто-то летел издалека не просто в Абхазию, а непосредственно на концерт в Афонскую пещеру. В первый раз в пещере на концерте, это было превосходно. И пещера сама мега, это просто нет слов, одни мурашки по телу. Не зря пролетели 4 часа с Урала. Да. Мы действительно, когда сюда летели, мы прям увидели анонс, что будет, и мы специально прям сюда полетели. Мы заранее купили билеты, чтобы попасть именно сюда. Это супер концерт. Я первый раз такую слышала и буду теперь всем рассказывать, и что в Новой Афоне, в Новоафонской пещере проходят такие концерты. Спасибо вам большое. Потрясающе, очень понравился. Спасибо большое. Да. Девочка прекрасная. Да, особенно вот девушка, которая пела. Мы прослезились и страдали. Да. Спасибо большое. Сидели на задних сиденьях. Великолепная акустика. Да. Таких залов, наверное, больше нету. Да. Все супер. То есть даже вот московский дом музыки, он гораздо хуже. То есть тут очень высокий свод, поэтому, мне кажется, они даже себя сдерживали. Ну, чтобы в резонанс не зайти. В июне зал спелеологов Новоафонской пещеры примет на своей сцене дважды хоровую капеллу. Концерты состоятся 7 и 14 июня. Это уникальная возможность совместить культурную, историческую и туристическую программы. Элеонора Гилаян, Тимур Гугохи, Абаза ТВ. Ровесник Великой Победы. Сегодня известному абхазскому общественному деятелю, кавалеру орденов Леона и Акцепша, первооткрывателю Новоафонской пещеры, художнику и скульптору Гивис Мэру исполнилось бы 80 лет. В честь юбилейной даты телекомпания Абаза ТВ подготовила фильм об этом уникальном человеке. Он вообще мало чего боялся, много что умел и был человеком своего города. Гивика был очень взрывной характер. Он не любил проигрывать. Для нас было честью, если он с нами поздоровается. Первое впечатление у меня первый раз, когда я его увидела, передо мной встал Абраскил. Это был для меня лично легенда. Командир легенда. Мы всегда мечтали что-то сделать для Гивика. Он любил человека, любил землю, на котором живем. И он отличался от многих командиров. Его наследие многогранно.
Фильм «Абаза ТВ. Памяти Гиви Смыр» будет презентован в Доме культуры Нового Афона в воскресенье 11 мая в 14 часов. Им завершится фестиваль памяти Гиви Смыр. Ну а 9 мая в Новом Афоне прошла ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел, посвященная памяти Гиви Смыр. Кузнецы, оружейники, мастера кожаных изделий, гончары, ткачи с 2022 года специально приезжают в Новый Афон. Новый Афон отмечает не только 80-летие в той самой Великой Победе, но и 80 лет со дня рождения Гиви Смыр, первооткрывателя Новоафонской пещеры, художника, большого мыслителя и одного из главных горожан этого маленького и очень красивого города. Четвертый год подряд здесь, в сердце Нового Афона, прямо у водопада, культурный центр имени Гиви Смыр проводит ярмарку-фестиваль. Она посвящена памяти Гиви Шамиловича и включает в себя многое из того, что он любил и ценил. Здесь представлены народные ремесленники, юные артисты, музыканты. Все это организует семья Гиви Смыр. Культурный центр возглавляет его супруга Жаклин Чичибая, а в организации ей помогают уже взрослые наследники Улис и Азиз Смыр. Все это мероприятие, оно для того, чтобы многие люди смогли проявить себя, свои особенности, свои таланты, дети, взрослые, неважно какого возраста. Хочу сказать самое главное, в первую очередь это происходит не для того, чтобы, ну, конечно, в том числе, чтобы сохранить память, но имя любого человека, оно тленно, время уничтожит все. Самое главное, это идеология и философия. Это тот урок, который мы не имеем права забывать. Это урок, каким должен быть человек. Не хочу никого обидеть, все мы люди, но человечность – это то, что в некоторых надо воспитывать, а в некоторых оно есть вот с рождения. И он показал урокам, что такое быть человечным. Про Гиви Смыр на этом фестивале знают все, но мало кто помнит его совсем юным. Валерий Хинба был первым секретарем обкома, когда 16-летний Гиви впервые опустился в бездонную яму. Гиви особое место занял в нашем месте. Он чуть позже нас родился, но расцвел тогда, когда мы уже были, так сказать, на своих ногах, более-менее прочно стояли, уже в институте успели закончить, приехать сюда, заняться общественной работой, потом и кадровой и так далее. Да, и все это время сопровождало его так, не только физическое его присутствие, но и его творчество уже потом, которые стали влюбляться в все возраста населения Абхазии, особенно приближенные к Афону, к Даутскому тогда району, потом Афону, он сделался самостоятельным, тоже это на нашей памяти хорошо. То есть все эти изменения структурные, в том числе, отражались на его таланте. Чем они поднимались выше, тем он тоже рос, соответственно, этому росту соответствовал всегда. Масштабная фотовыставка, где представлены фотографии из личных архивов десятков людей, которые когда-либо пересекались с Гиви Шамиловичем. Отдельно представлены несколько холстов его кисти. Этот фестиваль – настоящий праздник для Нового Афона. На сцене для гостей танцуют детские ансамбли, местные, афонские, с особым трепетом. Гиви Смыр первый увидел пещеру новоафонскую. В Новом Афоне очень много достопримечательностей. Есть даже святое место Симона Канонита. Здесь очень красиво. Вообще это очень красивый город. Я считаю, что это один из самых красивых городов. Мы очень любим наш город Новый Афон. Среди почти сотен стендов, где люди представляют то, что сделано и выращено своими руками, особняком всегда кузнецы. Нынче их труд пользуется большим спросом. Тем не менее, для Дато Гиргидава важно принимать участие именно в мероприятии памяти Гиви Смыр. Гиви Смыр – это легендарная личность не только для города Афон, но это для всей Абхазии. Сами прекрасно знаете, имя «Открытая пещера» на сегодня на каком уровне находится. Ну, я уже третий год как участвую в этой ярмарке, уже третий год нас приглашают. Ну, я в основном занимаюсь кузнечным ремеслом, кую дамасскую сталь. Ну, как вам сказать? Востребовано? Есть, да, есть востребованность. Я очень многим отказал, чтобы вот здесь хотя бы энное количество ножей, чтобы принести. С каждым годом фестиваль набирает обороты и становится все масштабнее, больше участников, артистов, локаций. Но главное, чего хотелось бы организаторам, чтобы однажды случилось такое место, в котором можно будет открыть выставку работ Гиви Шамиловича и, как и многое в его жизни, подарить ее городу.
Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Глава администрации Сухума Тимур Агрба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в столице Абхазии. Смотрите материал пресс-службы столичной администрации. Глава администрации Сухума Тимур Агрба поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в столице Абхазии. Бодрые и крепкие духом, ветераны Великой Отечественной войны встречают в Сухуме 80-летний юбилей Победы. В августе Ноне Дорофеевой исполнится 101 год. Нонна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Крепкого здоровья вам желаю. Многие-многие года, чтобы вы еще рядом с нами находились. Как вы себя чувствуете? Пока отлично. Ну, слава Богу. На фронт Нона Дорофеева уходила совсем юной девушкой. Ей было 18 лет. В 1945 году она участвовала в боях на подступах к столице Германии и была награждена медалью за взятие Берлина. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. Ветеран Алексей Ластурья в мае 1945 года дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. Поздравляю. Спасибо. Это от Российской Федерации, Московской Абхазской диаспоры и администрации города. Спасибо. Здоровья вам, долгих лет жизни, еще 100 лет жизни. Спасибо большое за ваш вклад в эту победу. Мы очень ценим, помним. В феврале 2025 года Алексею Ластурья исполнилось 100 лет. С этим юбилеем его тогда поздравил президент России Владимир Путин. Ветерану также присвоили звание почетного гражданина Сочи, где он прописан. Этот двор с красивыми розами принадлежит ветерану Илье Христианову. Как с улыбкой заметила его дочь Мария, ветеран патологически активно для своего возраста. Ни дня не сидит без дела. Он с удовольствием занимается цветами и любит возделывать землю. Уже посеял рассаду, чтобы высадить в огороде, и землю прополол заблаговременно. А вообще он очень активный человек, справляется со средствами современной связи легко, ищет себе нужные ему ссылки. Все это дело его рук. 93-летний Илья Христианов за участие в венгерских событиях в 1956 году приравнен по статусу к ветеранам Великой Отечественной войны. Поздравить с 80-летием Победы к ветерану пришла представительная делегация. Желаем вам крепкого здоровья. Хочу передать поздравительную речь от президента Республики Абхазия. Это вам. И здесь такой небольшой презент также от президента Республики Абхазия. Спасибо вам за победу, чтобы мы все это передали детям нашим, чтобы нам никогда не пришлось увидеть то, что вы видели от лица администрации города. Поздравляем вас еще раз и небольшой презент вам. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Благодарим вас за великую победу, за то, что вы у нас есть. Жду вас обнимать. Спасибо вам большое. Поздравляю вас, нас всех с этим праздником наступающим. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. И спасибо вам большое за то, что вы сделали для нас, для нашей многонациональной страны. Илья Христианов проводил гостей до ворот, а при выходе со двора его встретили ученики 4 класса близлежащей 12-й школы, которые пришли поздравить почетного соседа с праздником Великой Победы. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. В строю пели его эти песни. Нет, теперь уже все, и голос нету, и ничего нету у меня, не осталось.
Елена Водинская в возрасте 17 лет добровольно отправилась работать в госпиталь в Схалтубе, куда привозили раненых бойцов. Благодарить за тот подвиг, который вы совершили. Хочу вас поздравить, будьте здоровы, мирного вам неба над головой. От лица администрации города Сухума, лично от Тимура Михайловича, мэра нашего, передаю вам подарок. Еще раз с праздником вас. Будьте здоровы. Спасибо за все. После совместной фотосессии ветеран спросила, а как бы ей получить фотографии на память? Для пожилого человека, не привязанного к современным гаджетам, ценны бумажные носители. Помощник главы администрации Сухума Константин Дарба обещал ей распечатать фотографии и принести в подарок. Обязательно принесем, я вам обещаю. В Сухуме проживают 7 ветеранов Великой Отечественной войны. Для каждого из них администрация столицы, представители московской абхазской диаспоры, Федерального агентства по делам национальности и Совета представительства Российского исторического общества в Республике Абхазия передали весенние букеты и денежные подарки. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. В нашей сегодняшней программе смотрите также концерт «Где-то далеко в памяти моей». Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава исполняет песни 1940-х, 70-х годов под аккомпанемент Олега Акуратова. О спорте. Абхазия заняла первое место на 7-м международном детском шахматном онлайн-турнире «Единый мир». В команду вошли Сарида Лаквитава, Сария Лакоба, Мира Смыр, Петрос Казанджан, Георгий Георгиян, Армен Топчан и Богдан Турков. Последний также завоевал золото в личном зачете. Соревнования были посвящены 80-летию Победы и организованы по швейцарской системе в 10 туров. Включали личные и командные зачеты, сообщили в Госкомспорта. Конно-спортивные соревнования, посвященные 80-летию Победы, открылись в селе Дурипш. В них участвуют команды из сел Лыхны, Дурипш, Куланыр, Хуачандара, Звандрипш, Чирхуа, Ацы. По правилам в соревнованиях могут участвовать жокеи не только из Гудаутского района. Команды сразятся за кубки и денежные призы в таких дисциплинах, как конный футбол, метание дротиков, джигитовка, рубка. На этом праздничный выпуск, полностью посвященный празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, завершен. До новых встреч в эфире. Всего доброго.